было принято решение о строительстве здесь национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым и очень надежным другом, президентом Китая, председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он, знаете, так по-китайски, китайцы очень люди спокойные, взвешенные. В конце того, как я ему поделился мыслями, он сказал: мы подумаем. В следующий раз, 12 или 13, но я его не просил тогда. 12 или 13 раз, бывая в Пекине, закончил переговоры, официальную часть, он меня берет за руку, говорит: давайте что-то покажу. Опять не по-китайски, думаю, ну что-то тут случится. Он меня подводит огромный стол, и что-то там под какой-то простыней покрывало. Снимает это покрывало и говорит: вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу. Я сразу не поверил. Хорошо зная Китай, китайцев, не поверил, но потом подумал, ну китайцы просто так зря ничего не говорят, а тем более первое лицо. Вот с этого все началось. Строили относительно быстро. Бассейн международного уровня вы видели. Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег. И вот сегодня мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе, где вы видели, китайцы привезли 2 футболиста. Такой памятник, я сказал, что впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря им, приняв решение, китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, как министр сказал, которых мало в Европе.